Здравствуйте, вы смотрите новости на канале «Новый век». Меня зовут Анастасия Маслова. Сегодня в выпуске. Почтовые марки с символикой праздника. Специально к Шага в Туве изготовили карточки и штемпель спецгашения. Совместный рейд. Сотрудники ГИБДД и военной автоинспекции вместе следят за безопасностью на дорогах. Кража на камеру. Полицейские задержали подозреваемую в хищении бытовой техники. И о событиях выпуска подробнее. Управление Федеральной почтовой службы Республики Тыва специально к национальному празднику Шага изготовили почтовые карточки и штемпель спецгашения с символикой праздника. Праздничное спецгашение состоялось сегодня в Доме народного творчества. В Туве эта процедура не в новинку. В юбилейный для республики год в 2014-м состоялось торжественное гашение почтовых марок, посвященных столетию единения России и Тувы и основанию города Кызыла. А в 2015-м изготовление марок было посвящено году тувинского гостеприимства. Также был установлен почтовый ящик, и любой желающий мог сам лично поставить оттиск штемпеля на почтовую карточку и отправить с поздравлениями прямо со спецгашения. Данное отправление называется посткроссинг. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Важность мероприятия, что вот через эту карточку на самом деле многие люди в России, в других странах узнают о замечательной республике Тува, узнают о ее традициях, узнают о духовных истоках, узнают о таком замечательном празднике, как Шага. И, наверное, мы через эту карточку, в том числе и вам, и всем жителям республики, и жителям России и других стран, говорим: шагай белее, ура, ура. Двойной надзор. Сотрудники военной автоинспекции вместе с ГИБДД следят за безопасностью на дорогах. Совместные рейды стали традиционными с появлением ВАИ в республике. Напомню, сводное подразделение военной автоинспекции в Туве сформировалось 1 января этого года. Так, очередной совместный рейд прошел сегодня. Вместе с сотрудниками ГИБДД и ВАИ на дороге дежурила и наша съемочная группа. Двойной экипаж – серьезное подспорье обеим структурам. Ведь и надзор за безопасностью на дороге тоже двойной. Останавливает и рядовых автолюбителей, и военнообязанных. Ближний свет у вас фар, автомашина. Забыли, да, включить? Придите, пожалуйста, документы. У этого мужчины в военной форме инспектор заподозрил признаки алкогольного опьянения. Ему предложили на месте пройти медицинское освидетельствование. Мужчина согласился. Все, вы знаете. Непрерывно. Предположения инспекторов оказались ошибочными. Алкотестер показал 0 промилле. Водитель трезв, а значит и поводов для его задержания нет. В общем же, с военнообязанных автомобилистов спрос двойной. Если бы алкотестер показал положительный результат, у военного водителя были бы большие проблемы. Автомобиль личный помещается на штрафстоянку. Водитель передается в военную полицию до выяснения дальнейших обстоятельств. Также докладывается командиру воинской части. Документы направляются в суд и будет увольнение. Пока, говорят военные автоинспекторы, за время рейдов подобных инцидентов не было. Тем не менее, проверки на дорогах продолжаются. И не только на трезвость. Совместные рейды, направленные на безопасность дорожного движения, будут проходить регулярно. Анастасия Маслова, Алексей Филиппов, телекомпания «Новый век». Перейдем к новостям экономики. Дальневосточный гектар для всех желающих. С 1 февраля открыт прием заявок на получение в безвозмездное пользование гектара земли в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщает «Российская газета». Количество обращений превысило 64 тысячи. Одни планируют построить на этой земле дом, другие нацелены заняться на ней предпринимательством. Однако проблемой в освоении является доступность ресурсов. Оказать помощь тем, кто готов взяться за дело, сможет правительство. Кабинет министров поддержал программу дальневосточного гектара возможностью получения льготного кредита. Фондом развития Дальнего Востока разработан новый продукт с 2 банками. Индивидуальным заемщикам кредиты будут предоставляться до 5 лет на сумму до 600 тысяч, по коллективным заявкам до 8 лет на сумму до 3 миллионов рублей. Ставки по этим кредитам составят от 8 до 10,5% годовых. Выдача кредитов начнется с марта. В России появится перечень организаторов незаконных азартных игр и лотерей, пишет «Российская газета». По информации издания, банкам, платежным агентам и другим кредитным организациям запретят денежные переводы от физических лиц в пользу юридических, занимающихся незаконной организацией азартных игр и лотерей.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении таких ограничений. Поправки будут внесены в 2 федеральных закона – о лотереях и о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Исключение сделано для организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, которые принимают интерактивные ставки, операторов и распространителей лотерей. Чтобы отделить одних от других, законопроект вводит перечень лиц, занимающихся незаконными лотереями и азартными играми. Вводятся также перечни операторов и распространителей лотереи, организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, принимающих интерактивные ставки. Полномочия по введению таких списков предлагается возложить на ФНС. Порядок их формирования закрепит правительство. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 57 рублей 86 копеек, а евро 61 рубль 21 копейка. 7 человек обратились в травмпункт больницы с жалобами на укусы собак всего за несколько дней. Причем в большинстве случаев людей покусали бродячие животные. Как сообщают в департаменте городского хозяйства мэрии Кызыла, с приближением весны собаки начинают вести себя более активно, местами даже агрессивно. В это время количество обращений по укусам животными увеличивается. В этой связи стоит напомнить, что согласно нормам и правилам благоустройства, действующим на территории Кызыла, содержать домашние животные в местах общего пользования, а также в местах, не предназначенных для этого, недопустимо. Если собака содержится на определенной территории и имеет свободный выгул, то за границей этого участка она должна находиться на поводке и в наморднике. В департаменте городского хозяйства мэрии Кызыла отмечают, что многие владельцы частных домов, которые держат собак, недостаточно ответственно подходят к содержанию домашних питомцев. Так, многие не держат животных на привязи, более того, выпускают их за территорию, где они могут представлять опасность для прохожих и где их также, приняв за бродячих, могут отловить. По инструкции отлова собак, бродячей считается любое животное, находящееся на улице без сопровождения человека, причем даже если на ней имеется ошейник, и независимо от породы. Специалист имеет полное право отловить такое животное. Далее наш эфир продолжат новости короткой строкой. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении бюджетных субсидий ведущим вузам страны. Высшие учебные заведения Новосибирска, Томска и Красноярска в 2017 году получат около 2 миллиардов рублей для повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, следует из документа. Сегодня в ДНТ состоялось открытие фотовыставки, посвященной жизни и деятельности его святейшества Далай-ламы XIV. Выставка, организованная в Туве, будет дополнена фотографиями из архивов Национального музея республики о посещении столицы региона Далай-ламой. Мероприятие посвящается празднованию шага и 25-летию приезда его святейшества в Туву. Выставка носит статус международной. В период праздничных дней в поликлиниках Кызыла будут организованы дежурства медицинских работников и работа кабинетов неотложной помощи. В городской поликлинике будут работать процедурные и перевязочные кабинеты. 24 и 26 февраля в детских поликлиниках пройдут амбулаторно-поликлинические приемы, а медицинский патронаж к больным детям и новорожденным будет осуществляться все выходные и праздничные дни. Заболеваемость ВИЧ в Туве в прошлом году снизилась более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Как показывает статистика, наибольшее количество заразившихся ВИЧ-инфекцией находится в возрасте от 25 до 29 лет. Также много ВИЧ-инфицированных среди тех, кому от 20 до 24 лет. С 2013 года наблюдается перемещение инфекции на сторону более старшего возраста. В отличие от других территорий Сибири, в республике Тыва изначально доминирует половой путь передачи инфекции. За прошедший год на федеральной трассе М-54 произошло 91 ДТП. За период 2015 года произошло 100 аварий. Благодаря повышению качества покрытия трассы количество аварий сократилось на 9%. Удалось добиться снижения аварийности благодаря повышению безопасности на дорогах, а также взаимодействию ГИБДД и федеральных дорожников. Сделаем перерыв на рекламу, не переключайтесь. Любовь – это подарить ей шубку ее мечты от знатных мехов. С 24 по 26 февраля в СК Субидей города Кызыла. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.ру. Так, электробритва Philips по интернет-цене 1990 рублей. РБТ.ру.
Новая весенняя коллекция от Оджи уже готова порадовать вас разнообразием стилей и ярких красок. Примерь свой новый лук в Оджи. Внимание, теперь и мужская линия. Оджи. Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Что полагается и сколько? Об этом мы сегодня поговорим со специалистом по связям с общественностью регионального отделения Фонда социального страхования Ириной Зыковой. И она у нас в гостях. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие пособия полагаются беременным женщинам? Ну, беременным женщинам и женщинам, которые родят ребенка, первое, что полагается, это единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Ранние сроки беременности, это имеется в виду, женщине нужно встать на учет в женскую консультацию в срок до 12 недель беременности. Еще одно пособие по беременности и родам. Единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Последние два пособия, они полагаются как работающим, так и неработающим женщинам. Как рассчитываются пособия? Ну, пособие по беременности и родам оплачивается в размере 100% средней заработной платы, если трудовой стаж женщины больше 6 месяцев. Для расчета берется заработная плата за 2 года, предшествующих году страхового случая, или, попросту говоря, году, в котором женщина пойдет в декрет. И эта сумма делится на календарные дни расчетного периода. Если у женщины стаж менее 6 месяцев, то пособие рассчитывается из размера минимальной оплаты труда. Можно ли проверить правильность начисления пособий? Конечно, можно. Если вы сомневаетесь, правильно ли начислил бухгалтер пособие, то вы можете обратиться в Фонд социального страхования по адресу город Кызыл, улица Кочетова, 104А, кабинет номер 6. Девочки там проверят и подскажут вам. Бывают случаи, когда женщина из одного декретного отпуска уходит в другой. Вот в этом случае каким образом начисляется пособие, рассчитывается? В этом случае женщина, в принципе, ничего не теряет, потому что если она была в декрете, то есть находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, и так получается, что она еще раз идет в декрет, то тут она имеет право на замену расчетного периода. То есть она пишет заявление в свою бухгалтерию, и ей для расчета пособия берут года, в которых у нее был полный заработок, то есть то время, когда она работала до первого декрета. Больничный листок нетрудоспособности женщинам выдается в 30 недель. Вот она должна в декрет пойти именно в этот период или все-таки может позже? Обращение за пособием носит заявительный характер. То есть женщина может пойти в отпуск по беременности и родам и на более поздних сроках беременности. Но при этом ей нужно учитывать, что отработанные дни не будут учитываться при оплате отпуска по беременности и родам. И хочется обратить внимание, что все пособия, связанные с беременностью и родами, носят заявительный характер. То есть женщина должна предоставить в бухгалтерию не только все надлежащие документы, но и написать заявление. Насколько в этом году проиндексированы денежные выплаты? С 1 февраля, уже вот второй год, с 1 февраля детские пособия индексируются. В этом году индексация составила 5,4%. И размер пособия, допустим, единовременное пособие в этом году, ну, учтите, что это вот именно с 1 февраля, не с 1 января, составляет 22 890 рублей 47 копеек. Но минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за первым ребенком сумма должна составлять не менее 4291 рубля 97 копеек. А если у вас второй и последующие дети, то в этом случае вы должны получать не менее 8583 рубля 92 копейки. Может ли женщина, находясь в декретном отпуске, выйти на работу, но при этом пособие сохранить? Женщина имеет право так сделать. Ну, во-первых, это по усмотрению работодателя. Для этого ей нужно написать заявление, и если она выходит на работу, то она должна работать неполный рабочий день. Ну, то есть, получается, она будет и заработную плату получать, и, соответственно, сохраняется пособие по уходу за ребенком. И сохраняется пособие до 1,5 лет, при условии, что она работает не полный рабочий день, и у нее остается время для того, чтобы осуществлять уход за ребенком.
Чтобы не просто так, да, Да. получается это? Ага. А если работодатель задерживает выплату пособия, вот как быть в этом случае, куда обращаться? Ну, вообще пособие должно выплачиваться так же, как и заработная плата в день заработной платы. Если женщина только написала заявление, да, и это первый месяц, когда она получает пособие, в этом случае ей должны в течение 10 дней после того, как она предоставит все документы, начислить пособие и в ближайший день заработной платы выдать. Если работодатель нарушает права женщин, то в этом случае советуем ей обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру, ну, либо можно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования, чтобы помогли разобраться с этим вопросом. Все понятно, спасибо. Сегодня у нас в гостях была Ирина Зыкова, специалист по связям с общественностью регионального отделения Фонда социального страхования. Угроза сверху. В связи с оттепелью на крышах зданий образуются сосульки, есть опасность схода снега. В связи с этим городская мэрия напоминает, что своевременная очистка кровель должна производиться собственниками зданий. А в многоквартирных жилых домах это обязанность управляющих компаний и товариществ собственников жилья. По данным Департамента городского хозяйства мэрии, снег убран с 87 многоквартирных домов. С наступлением оттепели обслуживающие компании обязаны ежедневно производить осмотр домов и по мере необходимости производить удаление наледей и сосулек. Эта работа находится на особом контроле Департамента городского хозяйства и территориальных управлений мэрии Кызыла. В целях безопасности жителям также стоит обратить внимание на выполнение этих работ в их домах и требовать от управляющих компаний снятия с крыш ледяных образований. Горожанам же рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к зданиям. Полицейские Кызыла установили подозреваемого в краже бытовой техники из магазина. В этом им помогла запись с камер видеонаблюдения. В полицию обратился старший продавец в отделе бытовой техники одного из магазинов города. Он рассказал, что неизвестная женщина похитила из торговой точки утюг стоимостью 7 тысяч рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. И вскоре задержали подозреваемую. Ей оказалась 39-летняя жительница Кызыла. На допросе она дала признательные показания и пояснила, что на преступление пошла из-за финансовых трудностей, а похищенный утюг продала за 500 рублей. Отделом дознания управления МВД РФ по городу Кызылу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158, то есть тайное хищение чужого имущества, по факту кражи электрического утюга кызылчанкой в одном из магазинов города Кызыла. Данной женщине может грозить наказание до 2 лет лишения свободы. На другие темы. В Кызыле подводят итоги городского конкурса детских рисунков «Наш двор». Он проводится в рамках конкурса формирования комфортной городской среды и конкурса по благоустройству вместе. Как сообщают в Хурале представители, всего поступило 105 работ от школьников самых разных возрастных групп. Участники нарисовали дворы своей мечты, в которых в качестве обязательных элементов много зелени и, конечно, детские площадки, качели, песочницы, удобные скамейки, горки для скатывания и даже фонтан. Работы у ребят получились красочные. Теперь только от взрослых зависит, осуществится ли детская мечта. Как подчеркивают городские власти, вирус благоустройства должен охватить всех, ведь помимо тех, кто получит федеральную субсидию на благоустройство, есть возможность тем же предпринимателям самим обустроить прилегающую территорию, сделать свое дело более привлекательным, зазывающим и красивым. Низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди привитых в Туве – это показатель эффективности иммунопрофилактики и качества ее проведения. По данным Управления Роспотребнадзора по республике Тыва, с начала эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ отмечен 41 лабораторно подтвержденный случай гриппа. Заболеваемость идет на спад. На прошлой неделе зарегистрировано 864 случая ОРВИ и гриппа. Напомню, что число заболевших на 3 и 4 неделе с начала года достигало 4,5–3,5 тысяч человек, когда пришелся пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Несмотря на общее значительное снижение заболеваемости по республике, по итогам прошлой недели незначительное превышение эпидемических порогов продолжает регистрироваться в 4 кожунах – Пихемском, Авюрском, Чедихольском и Терехольском. Около 80% заболевших составляют дети до 14 лет. Сейчас узнаем, какую погоду прогнозируют синоптики на ближайшие сутки. Прогноз далее. С
Здравствуйте! О погоде на завтра, 23 февраля, расскажу вам я, Вера Кочнова. Но сначала поговорим о предстоящем мужском празднике и подарках. Все привыкли дарить своим защитникам пену для бритья, носки и бритву. Но в этот раз я предлагаю остановить свой выбор на отборном, вкусном и неповторимом чае и кофе от магазинов «Уна», которые всегда помогут и подберут то, что нравится вам. Спешите за подарками по адресам Кичиола 9 и торговый дом Алексеевский, 2-й этаж. Не знаете, что подарить на праздник? Есть идея! В магазине «Уна» большой выбор полезного чая, ароматного кофе, шоколада, варенья и других вкусных товаров. Мы поможем выбрать и красиво оформить ваш подарок к празднику. Магазин «Уна», торговый дом Алексеевский, 2-й этаж и Кичиола 9. Сделай подарок со вкусом. Ну а сейчас о погоде за окном на завтра. Утром 23 февраля на градуснике минус 15, минус 17 градусов. Днем будет солнечно, тепло, всего минус 5. Ну а к вечеру ожидается незначительное похолодание, 12-15 градусов со знаком минус. Геомагнитное поле спокойно, атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. На этом все. Берегите себя, на дорогах гололедица, поэтому будьте внимательны. До встречи! По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром минус 11 градусов, днем минус 2. В Арадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром минус 11 градусов, днем минус 1. На Полке погода пасмурная, временами мелкий снег. Температура воздуха утром минус 12 градусов, днем минус 5. В Танзбе пасмурно, временами мелкий снег. Температура воздуха утром 0 градусов, днем плюс 5. По всей трассе проводятся дорожные работы, проезд удовлетворительный. На этом наш выпуск завершен. Новости нового века вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.